Добрый день, с вами Александр Сандлер, коуч Алекс. Насколько вы заметили, мы уже находимся в бассейне. Мы закончили с нашей сухой частью тренировки и приступили к спортивному плаванию, причем плаванию очень специфичному, плаванию на открытой воде. Основной акцент, который мы делаем в плавании на открытой воде, естественно, касается наших энергозатрат. Все, что мы пытаемся придать по характеристикам нашим пловцам на открытой воде, мы делаем с учетом одного самого главного обстоятельства. Пловцы на открытой воде не плавают спринт и не плавают на короткую дистанцию. Пловцы на открытой воде плавают длинные дистанции от 1,5 километров и выше, до 10 километров, насколько я знаю. Может быть, кто-то плавает и дольше. В любом случае, такие обстоятельства, как открытая вода, предопределяют самое главное условие – экономия. Движения пловца должны быть максимально экономичными, максимально расслабленными. Мы должны знать, какое количество энергии мы должны потратить на ту дистанцию, на которую мы рассчитываем проплыть, на которую мы рассчитываем потратить силы и показать, так сказать, соответствующий результат. Поэтому мы очень много внимания уделяем балансу, мы очень внимание уделяем таким обстоятельствам, как опорная рука и так называемая невесомая рука. Да-да, не удивляйтесь, эта рука на самом деле является невесомой. Я, если будет время, поподробнее объясню, что я имею в виду под определением невесомая рука. Но опорная рука, мы ее называем трехчасовой, это та самая рука, на которой пловец зависает на время скольжения, так называемого, под воду. Мы максимальное внимание уделяем количеству энергозатрат от ног. Мы наконец-то пришли к выводу, достаточно печальному выводу, что ноги не несут той энергии, того продукта по скорости, по результатам, которого нам хотелось бы ожидать. Ноги на самом деле несут очень низкую нагрузку. Поэтому мы просто перестали их кормить, мы перестали их задействовать так, как действовали раньше, скажем, в 20 веке. Сегодняшние ноги для пловца на длинную дистанцию играют в первую очередь роль баланса. То есть ноги очень мягкие, очень распущенные, очень спокойные. Они могут выполнять однобитовый удар, могут выполнять трехбитовый удар максимум. Но никаких вот этих вот дерганых, жестких, мощных движений ногами, ударов по воде, которые вызывают целую кучу брызг, пузырей и прочих турбулентных завихрений. Это все мы стараемся предотвращать. Сегодняшнему пловцу на длинную дистанцию мы стараемся придавать качество рыбы. Умение скользить сквозь воду мы возводим во главу угла. Мы пытаемся найти и закрепить за пловцом повадки рыбы. Плавность, эластичность, подвижность в суставах, гутоперчивость. Называйте как хотите, но пловец на длинную дистанцию обязан быть гибким и эластичным. Мы стараемся избавляться от агрессивных, ненужных движений. Мы стараемся избавляться от всего, что несет ненужные энергозатраты. Сейчас я с удовольствием предоставляю слово, точнее действие, своему коллеге, тренеру из клуба World Class Данияру, с тем, чтобы он уже на практике продемонстрировал вам те особенности техники, которые несет в себе техника плавания на открытой воде. То есть то, что мы в Америке называем по-английски tall swimming, то есть высокое длинное плавание. Сейчас вы увидите этот расслабленный стиль, это высокий локоть, эту опорную руку, это минимальное количество ударов ногами, великолепный баланс. Скажу заранее, что вам понравится и произведет на вас впечатление. Итак, мой друг, мой коллега Данияр сейчас демонстрирует нам технику плавания на открытой воде. Все, что касается энергозатрат, оно в принципе распространяется плавание на любой воде, на закрытой, на открытой. Плавание должно быть экономным. Мы должны экономить свои силы, рассчитывая его на ту дистанцию, которую нам, собственно, стоит продержаться. Поэтому даже если речь идет о 400 метрах, о 800 метрах, о 1,5 километрах и так далее, все, что вы видите сейчас в бассейне, имеет смысл быть. Первое, что бросается в глаза, это расслабленное положение тела. Очень расслабленные ножки, очень мягкий трехбитовый удар ногами и длинные, так называемые, высокие руки. Единственный принципиальный элемент, который отличает технику этого пловца от техники пловца, но на закрытой воде, то есть в закрытом бассейне, это так называемый сайтинг. Сайтинг – это процедура, которую современные триатлеты разработали для того, чтобы
видеть ориентир, то есть тот самый буй, поворотный буй, до которого ему предстоит плыть, который ему предстоит огибать и, соответственно, плыть до следующего буя и так далее. До окончания дистанции, которая заканчивается так называемым створом, воротами, в который пловец должен попасть безоговорочно. Чтобы избежать ненужных зигзагов, чтобы избежать ненужных дистанций, пловец обязан видеть, куда он плывет, и быть ориентирован в пространстве. Обратите внимание на трехчасовую опорную руку. Она длинная, и она скользит по горизонтальной плоскости, то есть именно то, что мы называем трехчасовой рукой. Тело пловца, до тех пор, пока тело пловца горизонтально, образует идеальную линию между 9 часами и 3 часами по циферблату воображаемых часов. Соответственно, тело пловца сейчас это без 15,3 по нашей часовой системе координат, по циферблату. Обратите внимание, трехчасовая рука – это та самая рука, на которой мы можем опираться. Мы на ней дольше скользим, мы на ней дольше преодолеваем дистанцию. То есть то количество энергии, которое пловец в состоянии породить одним грибком, это, конечно, замечательно. Он может породить очень большое количество энергии. Но меня больше всего интересует, как эта энергия сохраняется между грибками. Что именно предпринимает пловец для того, чтобы сохранить полученную энергию от одного единственного грибка до следующего, следующего и следующего. Вот качество скольжения, умение скользить как рыба, я ценю в пловце больше, чем качество, я это называю быка. То есть, когда люди просто рвут эту воду, пинают ее несчастную и делают вид, что они выполняют прекрасную работу. На самом деле, просто сжигая собственную энергию, что приводит к плачевным результатам. На длинной дистанции, на открытой воде нужно работать по минимуму. Техника полируется, шлифуется и нивелируется до самого главного, самого важного, самого экономного стиля. Вот, собственно, то, что вы сейчас только что увидели. Это была замечательная иллюстрация. Я подвожу итоги. Пришло время прощаться. Меня ждут мои студенты. Большое спасибо за проявленный интерес к теме спортивного плавания на открытой воде. Очень надеюсь на то, что мои рекомендации возымеют какое-то действие, что вы влюбитесь в этот прекрасный вид спорта. Неважно, будет ли это просто плавание, либо это будет триатлон. Желаю вам крепкого здоровья. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.